Это единственная надежда узнать правду. У меня погиб муж. Вот его личная вещь. Может, она поможет вам разъяснить обстоятельства дела. Мужчина смуглый, чуть, Смугловатый, смугловатый. и темные волосы. Да, это правда. Он был жгучий брюнет с изумрудно-зелеными глазами. Человек, у которого в окружении очень много людей, такие знатные люди, то есть в больших делах участвуют. И вижу, что он очень был близко связан с людьми из политики. Да, да. Очень много его однокашников стали депутатами. Он даже успел в свою жизнь столько, сколько некоторые люди даже за 2-3 жизни не успевают. Это правда, это правда. Трудолюбивый человек, очень трудолюбивый, очень работоспособный. Я просто его постоянно вижу в костюме, то есть в таком. Он был очень строгого вида. Он очень был уверенный, то есть он всегда статный и всегда четко поставленный голос, он прям излучал эту уверенность. Правда, правда, правда. Да. Он был просто аристократом по своей натуре. Но кто и почему убил успешного адвоката? Это было спланированное преступление или просто стечение обстоятельств? Вижу вот маленькую комнату, чисто полупустая такая, просто окно одно. Купе. Да. Приходит образ почему-то, как солнце вот всходит и заходит. Получилось, что солнце заходит, а потом всходит. Потому что вот он сел поздно, его убили, и он уже приехал мертвый. Юрий Барановский добирался в Кабардино-Балкарию с пересадками. Вечером 12 марта он выехал из Ростова-на-Дону. Его тело обнаружили в 7 часов утра следующего дня, во время остановки поезда на станции Прохладная, за 50 километров до Нальчика. На какой станции сошли его соседи по купе, следствию установить так и не удалось. В какой-то момент почему-то все становится мутно. Если пытаться разобраться в образе, как-то все быстро происходит. И кто-то вот не хватает воздуха, открывает рот, и это отсюда как-то ловит воздух. Как будто, скорее всего, душу, что ли. Я говорю, у меня мурашки. И он куда-то уехал, как в назначенное время. Это правда.